Охранение ведет бой с превосходящими силами. Запах пороха, грохот орудий и боевой настрой. Так проходят совместные тактические учения вооруженных сил Абхазии и России. Они носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей страны. Кроме подразделений ВС участвуют также резервные формирования военного времени. Днем и ночью на всех полигонах, а также на незнакомых участках отрабатываются военные приемы и тактики. Особое внимание было уделено практике военных конфликтов с учетом перспективы их развития в будущем. Подразделения выполнили задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. В ходе учений была впервые опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Управление наше, также и личный состав, получил большую практику. В сегодняшний день новые методы проведения учений есть с привлечением беспилотных летательных аппаратов, новые виды ведения боя, новые виды разведки. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях войска в целом и каждый солдат в отдельности может проявить себя по максимуму. В целом в ходе тактических учений был отработан динамичный характер современных боевых действий. Иробас ялахон абшбет бригада резерв ჭიდეთ არ ხვდათ ხვთაკ иробас азамთან არად მაწურას ხზგო არ ხვთაკ ბზერებზან артиллериям ჩქორომ არ შეყავა რომ ორგელოხნო иробас ки ვიფსიდი პრო არ ფრიგა ყალარ ხნო ჩოზოღაზრა ხსრა ქა ხრკშობი ხა ზაცშნი ფარა უძომ ზიგ რეიმადერ რეიქშერა ზიგრულა ხიბზენი ადრფშით ხომდა Цели достигнуты, силы противника отражены, занимаемый рубеж удалось удержать. От имени министра обороны Абхазии отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты и медали. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.